Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Директор Ашхабадской школы берет взятки, а оставаться в должности ей помогает партнер, заместитель министра МНБ. Школа номер 55 города Ашхабада не имеет какого-то профиля, но известна в столице как одна из сильных, а ее директор Джахан Чалиева, видимо, считает, что за сильные знания нужно платить. По информации Turkmen News, за зачисление в первый класс она требует с родителей ученика до $1000. От проверок и расследований директрису прикрывает романтический партнер Бактыяр Халыев, заместитель министра национальной безопасности. 55-я школа находится на Мирах, в густонаселенном столичном районе, состоящем из микрорайонов Мир-1, Мир-2 и так далее. В каждом микрорайоне по несколько общеобразовательных учреждений, но именно перед школой 55 в дни записи первоклассников выстраивается длинная очередь из родителей. Тут есть русскоязычные классы, а это для многих туркменистанцев имеет большое значение. Также ученики школы регулярно участвуют в предметных олимпиадах и занимают там призовые места. Таким образом, за школой закрепился статус сильный. Кроме того, в отзывах родителей нередко встретишь благодарность за уважительную и теплую атмосферу. Похоже, что Джахан Чалиева и вправду следует тому подходу к работе, который она однажды заявила в своей статье, опубликованной в государственном издании. Вот цитата: «В нашей школе особое внимание уделяется не только академическим знаниям, но и духовно-нравственному воспитанию учащихся. Мы стремимся создать среду, в которой каждый ребенок максимально чувствовал бы себя защищенным, востребованным, любимым и ценным членом общества». Красиво сказано, но есть нюанс. Почувствовать себя защищенным, любимым и ценным членом общества может в 55-й школе далеко не каждый ребенок, а лишь тот, чья семья способна и готова заплатить немаленькую сумму за поступление в школу. По информации Turkmen News, даже жители микрорайона, к которому приписано учебное заведение, вынуждены заносить директрисе конверты. С них Чалиева за зачисление ребенка в первый класс требует по $400–500. Принимаются в школу и дети из других районов столицы, но их родителям приходится давать вдвое больше, вплоть до $1000. Впрочем, цена может существенно понизиться, для чего нужно просто выйти на посредников. Например, на секретаря директора по имени Гулаим или учительницу начальных классов Мехриси Итликову. Последняя вообще правая рука Чалиевой, и при ее содействии записать ребенка можно даже за $200. Некоторым семьям удавалось добиться, чтобы их чадо приняли вовсе без дачи взятки. Для этого люди писали жалобу в отдел образования городского хакимлика. Однако руководитель этого отдела сменился, и теперь жалобы не помогают, зато в школе повысили ставки. А вот ученики, которых зачислили без взяток, почему-то не становились в школе нужными и востребованными. Чалиева сажала их в непрестижные классы. Несмотря на лестные комментарии в отзывах о школе, далеко не все родители довольны выбором 55-й школы для своего ребенка. Даже если их чадо попадает туда, как так называемый платник, рассчитывать на высокий уровень знаний или хотя бы внимание учителя можно не всегда. Одни утверждают, что качественно там обучают только в начальной школе, другие указывают на переполненность классов. И правда, в некоторых из них учатся до полусотни учеников, и в данном случае слово «учится» применимо с натяжкой. Часть родителей настолько недовольна ситуацией, что пытается добиться увольнения директора. Это началось с момента ее прихода в школу в 2023 году, и отставка вроде бы не раз уже происходила, но Чалиева быстро возвращалась обратно. Вообще, по полученному ею образованию и опыту работы, Чалиева вполне соответствует занимаемой должности. Джахан Бердымурадовне 39 лет. По информации Turkmen News, окончила главный вуз страны, Туркменский государственный университет имени Махтумкули, работала учительницей истории в столичной школе номер 74. Но всякий раз возвращаться в директорское кресло ей помогают не профессиональные качества, а гораздо более ценный в условиях туркменской коррупции ресурс – личные связи. Как утверждают источники, давно состоящая в разводе женщина находится сейчас в романтических отношениях, и не с кем-то, а с самим заместителем министра МНБ главной спецслужбы страны. Партнером Чалиевой является Бактыяр Халыев. Его телефонный номер у некоторых людей записан как Бактыяр, замкомитет, или замминистр Б.А. Халыев, и еще во множестве других вариаций той же должности и места работы. У одного из абонентов к его имени стоит приписка: олень, взяточник, коррупционер.
Занимает ли он эту должность, и в данный момент точно неизвестно, так как указы о назначении руководителей МНБ ниже ранга министра в СМИ не публикуются. Не исключено, что у Чалиевой есть и более амбициозные планы, чем руководство популярной школой. Помимо уже упомянутой выше статьи, ее перу принадлежат еще несколько, которые в 2024-2025 годах публиковали крупные официальные СМИ, а еще женщина давала интервью. Возможно, с их помощью Чалиева развивает и личный бренд, чтобы, к примеру, пойти выше, скажем, в тот же отдел образования Хакимлика. Прославлять мудрость Гурбангулы Бердымухамедова и значимость его инициатив ей уже удается на уровне настоящей чиновницы. Если женщина планирует и дальше подниматься по карьерной лестнице, то один из заместителей главы самого влиятельного министерства Туркменистана может сыграть ключевую роль в ее продвижении. В стране даже первоклассники знают, деньги и связи решают все. У вас есть что рассказать? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем полную анонимность. А если вам нравится наша работа, поддержите нас, становитесь нашим спонсором.